Путь профессионального болельщика Никита Пунигов начал с Сочинской Олимпиады. Тогда всей семьей они впервые поддержали национальную сборную. И, конечно, домашний чемпионат мира по футболу просто не могли пропустить. Правда, пока Пуниговым удалось купить билеты лишь на матч Бельгия-Панама. Игра пройдет в Сочи. Впрочем, сыктывкарец не теряет надежды и сегодня вновь испытает удачу в последний раз. Желание было попасть на сборную России и съездить в Самару. Поскольку действует бесплатное сообщение между городами, в принципе, это проблем бы не вызывало, но, к сожалению. И сейчас в порядке очереди буду участвовать, чтобы вполне вероятно и опять же взять на Россию-Уругвай матч. Приобрести билеты сегодня можно на официальном сайте ФИФА. Продажи стартовали в сентябре прошлого года. Организаторы выбрали два варианта – случайная жеребьевка и обычная очередь. Уже распределили больше 1,5 миллиона билетов. Их получили в том числе и первые болельщики из Коми. Параллельно каждый, кто собирается на Мундиале, должен оформить через интернет еще и паспорт болельщика. Без него на стадион просто не пустят. К тому же он дает право на бесплатный проезд между городами, где будут проходить матчи. У многих любителей футбола возникают проблемы с оформлением паспорта болельщика. Здесь очень жесткие требования к самой фотографии. Никакого фотошопа. Есть нюансы к изображению и размеру снимка. Программа автоматически заблокирует неподходящую фотографию, а значит, вам просто не удастся оформить главный документ чемпионата мира по футболу 2018 года. В Коми работает лишь один пункт выдачи паспортов болельщиков. Это центральное отделение почты. Каждый день сюда приходят десятки фанатов. Специально для них перезагрузили инфомат и выделили отдельное окошко. Сама процедура занимает не больше 5 минут. Но и здесь есть строгие правила. Когда болельщик обращается к оператору почтовой связи за получением паспорта болельщика, сверяются все данные в паспорте болельщика и в паспорте, в документе, удостоверяющем личность. Соответственно, затем паспорт выдается уже на руки. Паспорт болельщика выдается только лично в руки заказавшему этот документ. Ни родственникам, ни друзьям паспорт болельщика на руки не выдается даже по доверенности. Для тех, кто не сможет попасть на матчи чемпионата мира по футболу, в столице Коми организуют специальную фан-зону. На республиканском стадионе как раз есть подходящее мультимедийное табло. Вход на трансляции будет бесплатным. Планируем учесть хорошую погоду и дождливую. Готовится запасной вариант с использованием крытой трибуны. Мы планируем трансляцию всех матчей с участием команды сборной России, а также полуфиналы и финал. Надеемся, если наша команда пройдет дальше из группы, то 1/8, 1/4, безусловно, будут организован просмотр и будут транслироваться. Единственная серьезная проблема, с которой столкнулись болельщики – аренда жилья в городах проведения Мундиаля. За сутки в Нижнем Новгороде, например, просят от 10 тысяч рублей. Но любители футбола надеются, что ситуация на рынке жилья ближе к чемпионату нормализуется. Пока же, чтобы найти общий язык с заграничными болельщиками, многие записались на курсы английского языка. Чтобы приобрести необходимые знания, у фанатов есть еще 2 месяца. Стартует чемпионат мира по футболу 14 июня. Виктория Палкина, Павел Юлианмин, Василий Янин, телеканал Юрган, Сыктывкар.